показано, сколько уже мы опоздали. Так, друзья, извините, что мы опоздали на эфир. Добрый вечер. Вижу, что уже 13 человек. Ага, добрый вечер, Маруся пишет. Так, Люба, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Друзья, извините, что я все-таки опоздала выйти на эфир. Были небольшие неполадки. Так, Амира Каримова, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуха. Ва алейкум ассалам, Амира. Так, не подходят все-таки. Хилова Ибрагимова, здравствуйте, доброй ночи вам. Марина, добрый вечер. София Мавропула, по-моему, да, добрый вечер. Так, Нурка, привет всем, здравствуйте. Лева, так, удивилась, когда эфир резко прекратился. Юлия, Россия, добрый вечер. Лева, добрый вечер. Только я сказала, что я поправилась, и оказывается, я была в эфире. Не знаю, ну, в принципе, я знаю, почему я поправилась. Обычно, когда я сильно нервничаю, я прибавляю в весе и заедаю стресс. И вот эти 2 недели я все-таки поправилась. Помощникова Наталья. Лейла, добрый вечер. Как ваши дела? Ничего, Наталья, потихонечку прихожу в себя. Гости мои вчера вечером уехали, тоже немножко расстроились, конечно. И мама плакала, и я сама плакала, и как-то сегодня не по себе немного. Ну что делать? Как у вас, Наталья, дела? Так, я за вами наблюдаю понемножку. Так. По маме или по маме, я не знаю как. Сердик, ха-ха, сердик. Так, Наталья, молодцы, все будет хорошо. Спасибо, Наталья. Как у тебя дела? Вижу твои салатики, хоть я и не комментирую, но я смотрю. Так, тут Ибрагим здоровается с вами. Ну, хорошо, Наталья, алхамдулилла, если все хорошо. Не знаю, захотелось сегодня немножко с вами поговорить. Скучно. Быстро, вкусно от Хадижи. Лейла Сердик, как вы, как ваша мама? Докьяху Хадижа, хахел Сердик. Добрый вечер. Ничего, потихонечку, потихонечку. Приколы. Ассаламу алейкум, Лила Далгешток, Хавешадел Резхуха. Людмила Шацкая. Добрый вечер, Лила. Всех благ тебе и всей твоей семье. Спасибо, Людмила. Вам тоже всех благ и всего хорошего. Я вам еще не говорила, у меня, ну, когда был 3-й день похорон, мама упала и сломала руку. Еще мама у меня еще в гипсе. И такие у нас небольшие проблемы, конечно. Но ничего, мама сама управляется, сама сломала левую руку. Так, Люба Шубина, не забывайте ставить лайки. Спасибо, Люба. Так, Людмила Шацкая, добрый вечер, Люба, как всех благ и тебе и всей семье, по-моему, почитала, ничего. В гостях у Хадижи, всем привет. Так, молодая блогерша, добрый вечер, Хадижа, тебе тоже. Так, Лила Аллах Машал, Дойр Мамин, Хадижа говорит, спасибо, Сахалтха, Хадижа, большое спасибо. Скорее всего, наверное, уже, вообще-то, не я была с ней, не сказали, когда нужно снимать гипс, когда нужно на проверку. Может
наверное, в пятницу повезу, посмотрю, что там с ней будет. Хотела завтра, но у меня завтра что-то не получается. Так, Лидия Колтунова. Добрый вечер, Лила. Котенок ваш, привыкая, смотрю, лезет. Так, лазит около кресла. Я на днях буду... Так, сбежать цветы эстому. Очень нравится этот цветок. Он красивый и непроблемный в выращивании. Так, Замира Бульбекова. Ассаламу алейкум, Лила. Как здоровье, как мама? Аллах хайти. Так, это, наверное, на казахском, скорее всего. Валейкум ассалам, ничего, потихонечку. Так, я постоянно ставлю, даже если видео не смотрю, лайки я постоянно ставлю. Спасибо. Но лучше бы вы просмотрели все-таки, хотя бы просмотр поставили. Так, Жанна Илисаева. Лила, здравствуйте, всего хорошего вам. Спасибо, Жанна. Люба Шубина. Может, кто-то не знает, нужно нажать на крестик в правом углу, поставить лайк и вернуться в чат. Ага. Так. София, скорейшего выздоровления маме, спасибо. Асель Ингушетия, ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Так, Дурка, привет всем. Интересно, а почему ваш внук к вам не приезжает? Насколько я знаю, у вас и внук, кроме Аишки, есть. Внук приезжает, он просто ни в какую не хочет попадать в кадр. Но сейчас, правда, его уже месяц не было, если честно. Но даже если приезжает, он не дает себя снимать. Он уже взрослый, и снять его как Аишку просто нет варианта, ему 14 лет. Так, в гостях у Хадижи. Ой, Эстому я тоже очень люблю, только в Чечне невозможно их найти. Так, котенок, которого вы видели на экране, это был не тот, которого я снимала. Это еще одного нам прислали. Это принцесса наша тут бегает. Данера Сердик Хелшин, Лейла, как вы себя чувствуете? Шона Хелсердик, добрый вечер. Ничего, нормально. Людмила Череповская. Добрый вечер, Лейла. Я с вами. Спасибо, Людмила. Видите, вроде бы на нервах, но вот прибавила весе, причем очень сильно. Не знаю, что это такое. То ли я со своими гостями все время за столом сидела, то ли что, я не понимаю. Так, как вы нового котенка назвали? Его тоже с именем прислали. Принцесса она у нас. Это девочка. Так, Жанна Елисаева, ваши гости уехали. Да, вчера уехали мои гости. И, в принципе, она и есть принцесса. Знаете, лишний раз не дает до себя дотронуться. Иногда дает, чтобы ее там полоскали, приласкали. А иногда вообще фыркает, никого не подпускает, царапается. Так, Валентина. Так, Сирина. Привет, Лила, и всем, кто в чате. Зачем ты его привез? Спасибо вам тоже. Добрый вечер, Валентина. Как ваше здоровье? Видите? Видите, вот такой вот такая она злая принцесса у меня. Ой, нет. Вот когда она не в духе, ты с ней ничего не сделаешь. Не знаю, почему такой котенок. Лишний раз его не возьмешь, на руки не приласкаешь. Так, Алекс Марси, ассаламу алейкум, желаем вам всего самого хорошего, удачи во всем, маме здоровья, детям всего самого хорошего. Алейкум ассалам. Так, 1 миллион, по-моему, да, подписчиков. Всем мира и добра, люди, будьте добрее. Люди. Так, ну спасибо, Алекс, большое вам спасибо. Да, о 1 миллионе подписчиков я даже и не мечтаю, но хотелось бы иметь хотя бы там, 200, потолок 500 бы тысяч. Турка, привет всем. А и вправду принцесса она у вас? Да, не говорите, я вчера и задумалась, ее прислали позавчера еще, что действительно она принцесса, вот не даст ни разу лишний раз притронуться, если она не хочет. Ну, а если она хочет, то лежит и дает ласкать, все такое. Надежда Нуштаева, добрый вечер, как я рада вас видеть. Большое спасибо, Надежда, я вас тоже хоть и не вижу, но рада, что вы со мной. Так, Жанна Елисаева, у вас красивая шаль. Ну, это не шаль, больше палантин, наверное, какой-то. Так, Алексей Махненко, здравствуйте из Москвы, крепкого вам здоровья, вам и вашей маме. Большое спасибо. Так, это Алексей. Алексей или все-таки по нику какого-то сына, мужа?
Так, а как у вас дела у всех? Все ли хорошо? Готовитесь ли вы к Новому году, друзья? Наталья Кретова, добрый вечер. Наталья Исанченко, привет с Украины. Исанченко, по-моему, я правильно сказала. Так, две Натальи. Добрый вечер всем вам. Жанна Рисаева, как ваша мама? Так, ну вчера, правда, очень расстроилась, когда уехал сын, сноха и внук. А так ничего. Ну и гипс, конечно, мешает, но пока делать нечего. Так, Валентина, еду домой с реабилитацией в неделю, несколько раз надо ездить. Ну, дай вам Бог здоровья, Валентина. Надеюсь, у вас будет все хорошо. Ну, я так и поняла, Алексей Махненко, Елена, это ник мужа. Так, если вдруг я забуду, то Елена, значит. Спасибо. Так, а вы умеете делать бурятские манты, вернее, бузы? Конечно, различие только в лепке и в объеме. Нет, никогда не делала. Если честно вам признаюсь, я даже и не видела. Обязательно посмотрю, что за манты. Я даже не знаю. Так, Нурка, привет всем. Вопросительный знак. Так, Жанна Елисаева, Лила, у вас такие красивые манты, прелесть. Да, мне тоже форма нравится, многим тоже она нравится. У нас ее пока делают редко в нашей республике. Я научилась, вернее, не я научилась, а меня научили их лепить в кафе, в котором я работала. В гостях у Хадижи вы заслуживаете 1 000 000 подписчиков. Спасибо, Хадижа. 1 000 000 подписчикам, это нужно такое интересное что-то показывать. Так, Ирина Шевелева, добрый вечер, дорогая Лила. Добрый вечер, Ирина, спасибо вам. Я даже боюсь, что моим подписчикам не будет скоро интересно со мной. Екатерина Балашова, Лейла, добрый вам вечер. Добрый вечер, Екатерина. Так. Только привет всем. Попробуйте посмотреть и сделать бурятский. Это очень вкусно и сытно. В вашем исполнении, я уверена, они будут шикарны. Надо будет попробовать. Так, Людмила Коропадская, добрый вечер. Увидела эфир и быстрее сюда. Спасибо большое, Людмила, огромное вам спасибо. Жанна Елисаева, мне всегда интересно с вами. Спасибо за поддержку, Лейла Валентина пишет. Ставим, не забываем лайки. Спасибо, Валентина. Так, Асель Ингушетия, скорейшего выздоровления маме. Спасибо большое. У нас что-то последнюю неделю очень плохой свет, то сильно включается, то ну, перепады, короче говоря, в электроэнергии, то почти вообще выключается, что-то такое, что я даже боюсь, что мои холодильники, морозильники выйдут из строя. Никак не могу даже, в принципе, спросить у соседей, у них то же самое, или может у меня где-то замыкает, я не знаю. Резко, как будто бы одной фазы нету, резко убирается свет, потом почему-то снова включается. Так, не разбираемся. Так, Виктория Кузенко. Лила, вы такой душевный человек, с вами всегда прекрасно, как котенок. Хорошо. Так, Юлия Россия, а где Ибрагим? Ибрагима в студию. Ибрагим тут у меня поддерживает, лежит. Екатерина Балашова, может где-то в плохой контакт? Да я никак не пойму, что это такое. Уют в доме Эмили. Добрый вечер, Лила, рада видеть. Спасибо, Эмили, я тебя тоже рада видеть. Ирина Шевелева, нам все очень интересно. Спасибо большое. Жанна Рисаева, Лейла, а где ваш кот? А где наш Моська? На кухне? Да. По-моему, в кухне. Да.
Он у нас уже настолько, он как и своя хозяйка поправился, что уж уже даже четырехугольный какой-то у нас. Так, Надежда Дермайер. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте, Надежда. Лемка Бокова. Лейла, добрый вечер тебе и всем, кто в эфире. Хорошего и плодотворного вечера. Всем крепкого здоровья. Спасибо, Лемка. Так, уют в доме Эмили. Здоровается со всеми, кто в чате. Добрый вечер. Так, друзья, если что, уют в доме Эмили, тоже блогерша, хорошая девочка. Зайдите, посмотрите к ней. Меня поддерживала все время, что вот меня не было в эфире, что я не работала. Жанна Елисаева, моська точно. Екатерина Балашова, уют в доме. Привет, типа. Так, уют в доме Эмиль. Что делали сегодня? Вы знаете, в принципе, мало чего я сделала, как обычно, что-то там по дому. Утром сделала пирожки с творогом. Потом долго разговаривала со своим племянником по телефону. Ну и вечером тоже, что мы и делали. Ну, поели вчерашнее, что оставалось. А так ничего так, походу, ничего такого нового, Эмилия. Так, как мама, спрашивает Эмилия. Ничего, хорошо, алхамдулилlah. Так, Гульнара Кубякова. Добрый вечер, Лейла. Привет из Башкортостана. Добрый вечер, Гульнара. Спасибо большое. Валентина Сирина, какая у вас погода? Валентина, погода у нас, вы знаете, стояла несколько дней очень морозная, холодная. Вчера и сегодня плюсовая температура, грязь, слякоть. Вчера 6, по-моему, было, сегодня даже 8 градусов тепла. Людмила Череповская, Лейла, я все смотрю, но пропустила. А что с мамой? Почему гипс? Я в роликах не говорила, что у мамы гипс наложили, что она упала. Поэтому вы не знаете. Просто я только сейчас озвучила. Я не знаю, видимо, она у нас ослабла, когда вот первые 2-3 дня она практически не ела. И ночью, когда встала по своим делам, она даже не знает, она говорит, не знаю, споткнулась я или голова закружилась. Короче, она упала. С ней, когда приехал, спал мой брат с ней в комнате, просто они допоздна общались, и он там оставался. И, видимо, она постеснялась его разбудить. Не постеснялась, а просто она сама говорит, мне говорит, было неудобно его разбудить. И хотела выйти, и упала. Мы даже не думали, что она сломала руку, если честно, это был 3-й день похорон, и вроде бы и отека такого не было, чуть небольшой синячок, но она жаловалась, что болит. И хорошо, что мы хоть для проверки ее отвезли, сказали, что перелом прям даже со смещением, но смещение вставлять не стали. Они мне сказали, что ей будет очень больно, в принципе, пускай как будет небольшая шишечка, так просто поставим гипс. Так, поставили гипс, не знаю, вот надо проверить, не проверяли еще. Так, Лина, ассаламу алейкум, Лилу, здоровья вашей маме, вам удачи и бараката вашей семье. Спасибо большое, Лина, ва алейкум ассалам, вам тоже. Так, не говорите, Дурка, привет всем. Ну, значит, тогда теперь вместо кота у вас батон, да даже там у нас не батон, а батонище. Так, Алма, доброе время суток, Лейла. Мне очень приятно с вами познакомиться. Я из Казахстана. Большое спасибо, Алма. Мне тоже очень приятно будет с вами познакомиться. Надеюсь, вы со мной останетесь. Так, Ириска Крапка. Добрый вечер всем. Рада, что попала на эфир. Добрый вечер, Ириска. Так, ну, видимо, вы у нас Ирина. Уют в доме Эмили. Вам этого не хватало, бедная. Пусть исцелит поскорее Всевышний. Спасибо, Эмилия. Большое тебе спасибо. Так, Ириска Крапка. Ого, здоровья бабушки и быстрого срастания костей. Спасибо. Так, Людмила Конопадская. Лила, как ваш сын, удается ему заработать на стройке? Да, они уже закончили эту одну стройку. Так, она была, как я поняла, пока ждут еще одну работу. Они уже закончили, уже 2 дня дома.
Так, да, я Ира, да, ну я так и поняла. Так, Ирина, Ира, я в Facebook не захожу, да я даже не знаю, вы там мне что-то писали или нет. Так что извините, я даже давным-давно не заходила в Facebook и уже не знаю даже, как проверять, как смотреть туда. Так что извините, если что. Я просто для этого говорю, что если вы мне что-то писали, то я просто не открывала. Так, вы уже сегодня, Ирина пишет, без аишки. Ага, Facebook ничего не писала, не переживайте. Да, Аишка вчера уехала, причем уже ночью начали собираться, ни в какую. Она обычно быстро уезжает, так как только отец звонит. А вчера ни в какую. Маме говорит, нет, ты врешь, ты идешь на работу, не забирай меня. И с трудом ушла. И сегодня, говорит, хотела тоже ко мне, не к няньке, а ко мне. Вот. Тоже ребенок по настроению. Так, Мария Сирота. Здравствуйте, я очень рада видеть вас. Смотрела все ролики. Здоровья вам всем. Я вас очень люблю. Вместе с вами переживала и плакала. Большое спасибо, Мария. Ну, я, в принципе, сегодня и сделала эфир, потому что у меня понемножку прибавились новые подписчики, поэтому. Так, Людмила. Здоровья вам всем и вашей маме. Спасибо, Людмила, вам тоже здоровья. Так, Дурка, привет всем. Интересный у вас ник, конечно. Пусть выздоравливает ваша мама. А мать и отец – это самое дорогое в жизни человека. Да, не говорите. Это точно. Они уже вот как маленькие дети по-любому. И хотят, чтобы их приласкали, чтобы с ними посидели. Она была довольная, пока мои гости были, все время внимание на ней, а я-то сейчас не успеваю, тем более сейчас с этими гусями, утками, которых надо резать. Так, Симекс, Лера, добрый вечер из Германии, от меня и Саида, как вы, как мама? Фатима, большое спасибо, Сахот, мама хорошо, алхамдулилла, относительно хорошо. Так, Мария, как дети, наверное, да? А, да, как дети, взрослые, ну, старики уже как дети. Так, Жанна Елисаева, сколько детей у Танзила? У Танзила только один сын. Вообще-то, я сейчас вспомнила, Расул же на похоронах был. Да, На, на третий день же? Да. А? Ну да. Я еще говорю, месяц у нас не было, я уже запуталась. Он был на похоронах, когда мой брат умер. И потом мы сюда они еще приезжали, но уже меня дома не было. Я была там. А сниматься он не дает. Так, а как у вас там у всех погода? У нас, по-видимому, снега, наверное, уже не будет к Новому году. Так, Алма, я недавно подписалась под вас, Лейла. Но я надеюсь, вы со мной останетесь, и вам понравится. Я как-то, меня и спрашивали, как вы открыли канал. Когда открывала канал, в принципе, не думала, что как-то что-то буду зарабатывать на этом канале. Немножко затрону эту тему. Так, Фатима пишет, Лейла Ибрагиму от нас Салмашу. Спасибо, Фатима. Ибрашка тебе Салмашу от Аздоевых с Германии. Просто смотря разные каналы, ну, у меня был какой-то период, я ничем не занималась, как раз была пандемия это, я не работала, и начала потихонечку смотреть разные каналы и заинтересовалась. И так думаю, а почему бы мне так не показать, что я делаю, как я делаю.
и вроде бы будет интересно, и время пройдет. Вот так я вышла в эфир, стала снимать, а потом уже поняла, что на этом и можно немного и заработать. Так что, друзья, я вам признаюсь, я уже и первую зарплату взяла, и ну, кое-что зарабатываю. Ну, конечно, это небольшие деньги пока, но будем надеяться, что и заработать смогу. Но только с вашей помощью. И не думайте, что я вас там прошу или еще что-то, просто ваши просмотры– это помощь для меня. Так, Надежда Термайер, Лела, покажите, как утку готовите. Покажу. Ну, у меня есть на канале одна уточка, я готовлю, покажу обязательно. И утку надо, и гуся приготовить. Да, Эндали, даст Аллах, покажу. Ханифа Сичуева, Далмаш, Волт, Нанин. Очень жаль, что так случилось. В ее возрасте это сложный перелом, да. Жанна Исаева, Лейла, я слышала, что не все мусульмане моют мясо. Это правда? Так, Ника, добрый вечер, сестренка. Как самочувствие? Добрый вечер. Алхамдулилlah, хорошо. Так, уют в доме Эмили. Лайки, друзья, не забываем. Спасибо, Эмили. Так, Дурка, привет всем. У нас снега навалом. Надоело уже его очищать. Все сыплет и сыпет. Будь возможно, с вами поделились бы. Ой, давайте. Чем это слякоть, намного бы лучше, если бы был бы снег. Зимой все-таки хочется снега. Но у нас его в последнее время очень мало. Так, на вопрос, что мусульмане все ли моют мясо. Например, у меня отец нам никогда не разрешал мыть мясо, но мы его не покупали, оно у нас было свое, мы резали своих баранов, свою скотину, и поэтому не мыли мясо. Ну, сейчас приходится все-таки мыть мясо, но, по-моему, я не знаю, вот именно по мусульманской можно или нет, или какая-то разница, я в этом не... Я совру, если что-то скажу, не знаю. Но иногда я тоже забываю, не мою мясо. Все равно пену снимаю и все так, если честно. Ну, мясо это говядина, а остальное, конечно, все это мыть надо. Так, ой, спасибо, что напомнили про лайки, бегу ставить. Ира пишет. Так, уют в доме Эмили 4 года нет зимы. Да, Эмили, мы же рядом с тобой где-то, по-моему. Нет практически зимы. Алма, как часто вы выходите в эфир? Ну, не сказать, что очень часто. Не знаю, как-то вот как в голову придет, что может быть выйти в эфир поговорить. Тогда я выхожу. Так определенных дней у меня не бывает. Но я ставлю оповещение, если что, чуть-чуть пораньше, хотя бы за 2-3 часа, иногда и за 5 часов раньше ставлю, что я буду в эфире. Так что, может, если вы поставите там, чтобы вам было оповещение, вы узнаете. Марина Свирина, добрый вечер. Так, я с трудом сегодня читаю, потому что очки мне не подходят. Свои очки я разбила сегодня. Евгений Панин, здравствуйте. Как-то в эфире поднимался вопрос про русскую сноху. А может быть, русский зять? Извините, если мой вопрос покажется неуместным, просто интересно. Ну, я отвечу на вас. Если честно, русский зять категорически у нас невозможен просто. Не обсуждается такой вопрос. Лариса, дай Бог здоровья вашей маме, мира и благополучия вашей семье. Спасибо большое, Лариса, вам тоже благополучия. София, это прекрасно. Дай Бог дальнейшего процветания вашему каналу. Спасибо, София. Так, Алма, буду признательна вам за оповещение. Оповещение вам. Просто в сообществе будет стоять, что у меня вот сегодня эфир. Если вы там нажали на колокольчик, что оповещения к вам будут приходить. Просто даже хоть и мусульмане, но если они другой национальности, даже тогда, в принципе, не очень-то приветствуется, чтобы выходили наши девушки замуж. Не знаю, ну вот так заведено. Если даже они там мусульмане, все-таки хотят, чтобы ингушки выходили замуж за ингушей. Не очень категорично, конечно, за мусульманина можно, но вот более придерживаются, что
выходит замуж чисто за Ингушей. Так, Илья Харченко. Лейла, добрый вечер. Вы красивая, приятная женщина. С удовольствием смотрю вас. Мира, счастья вам. Спасибо. Так, по-моему, Илья тоже женщина, я надеюсь. Уют в доме Эмили. Алма, включите колокольчик. Выбирайте все, и вам придет оповещение. Да, я и говорю, надо нажать на колокольчик. И оповещение будет. Так, Ирина Крапка, да, мне оповещение не приходит, хоть и колокольчик нажат. Ирина, может быть, у вас колокольчик нажат на выборочно, если там есть такой. Надо нажать, где именно все вот написано, как Эмилия говорит. Тогда приходит. Так, Дурка, привет всем. Да, ник у меня странный, но это всякие неадекваты ко мне не особо лезут вообще. Ну и звучит интересно. Я с трудом, если честно, произношу. Так, уют в доме Эмили. Ириска, скорее всего, у вас просто колокольчик, но не выбран все. Да, если честно, Эмилия, помнишь, я говорила нам, девочкам в WhatsApp, что я под вас под всех подписана, но вы ко мне не приходите. А только потом я начала понимать, что да, у меня была и подписка, у меня на вас и так, и сейчас на вас всех подписка. Но вот оказалось, что и у меня был, ну, я тоже нажала только просто колокольчики, поэтому не все приходило. Так, Ириска Крапка, после эфира проверю, у меня просто миллион подписок, может, не доходит в ленте. Нет, не то, что не доходит, действительно, наверное, потому что, так, Мадина Индиева, почему так мутно видно? Ибрашка, что меня мутно видно? Потому что это мало. Ну сейчас вот тут как раз был перепад цвета, вот что я говорю, у нас вот совсем почти практически лампочки не горят. Если бы еще у меня не было подсветки на штативе, то вообще бы не было ничего видно. Так, уют в доме Эмили. А я думала, все-таки Дарка, а не Дурка. Так, Татьяна Симикс, Лейла, Лейла, мы тоже тебя плохо видим. Ибрашка, значит... подсветка ты сказала? Свет сказал, да. Так, Дурка, привет всем. Интересно, а вы насчет снохи китаянки, вы не против? Уйгурки, киргизки, узбечки. Сейчас покажу. Скажу, вернее. Так, Ника, Лейла, наверное, надо объяснить, что у нас девочку с детства готовят к своим обычаям. Если девушка выбирает другую нацию, значит, она не хочет придерживаться, это уже против семьи и устоев. Ну да. Ника, здесь может стать вопрос, а правильно ли ее воспитали? Это падает тень на семью. Ну, как-то так. Так, уютами Эмили я вижу отлично. Райшат Ларсанова, Лейла Светик Хелха, Светик Хелшина, добрый вечер. Ириска Крапка, Мадина, поменяйте качество видео в настройках, может, поможет. Так, уют в доме Эмили, может, у вас интернет подвисает. Мария Сирота, как там ваше хозяйство, как птички? Ничего, Мария, вот с завтрашнего дня начну уже такой капитальный забой, надо быстро убирать, потому что у меня уже заканчивается кукуруза, пшеница, они уже переедают и начали снестись утки, гуси. Это не кстати, не надо было, потому что они сейчас будут худоватые. Но я опоздала в этом году со всем этим делом. Ну ладно, что поделать. Джана Илисаева, Лейла, а деверь еще у вас живет? Да, он у меня будет жить всегда. Сколько будет жить. Уют в доме Эмили. Вверху 3 точки справа нажмите, изменить качество. Так. И уют в доме Эмили пишет качество 480. Выбирайте. Эмили, ты кому пишешь? Мадине, наверное? Или ну да, у кого плохо, да? Так, мне был задан вопрос, да, я на него не ответила, по-моему. Ибрагим, ты помнишь? Что? Так, про сноху. Вот она.
Вопрос, что русскую сноху, а может быть, нет, не про сноху. Но был еще какой-то вопрос. Я не ответила. Вот он. Интересно, а вы насчет снохи китаянки не против? Уйгурки, кыргызки, узбечки? Вы знаете, от того, что я против или нет, если они захотят, они женятся. Это однозначно. Сейчас молодежь, в принципе, слушается только себя. Но по большому счету, пускай, если любят, если хотят, то женятся. Это их жизнь. Какая разница, лишь бы она была человек, хороший человек. Так, Хана Давсон, но я дальше не прочитаю. Hello читаю, а дальше не смогу, потому что прочитаю, но мое произношение вы будете смеяться, потому что я английский не знаю. Так, уют в доме Эмили зрителям. Да, я ну так и поняла, что ты зрителям говоришь. Как там твои детки, Эмилия? Вот такую, как Эмилию, бы я бы и китаянку, и киргизку, и уйгурку, какую хотите бы приняла к себе в дом. Настолько девчонка чистоплотная, что у нее все блестит. Так, в гостях у Сони. Добрый вечер всем. Не соскучились? Соскучились. В гостях у Сони моя сноха, которая была у меня в гостях. Так. Гашка, это Хана Давсон. Что пишет? Я не могу ей ответить ничего. Сейчас. Елена Павленко. Добрый вечер, уважаемая Лила. Спасибо вам за ваш добрый и миролюбивый канал. Получаю огромное удовольствие от общения с вами. Спасибо большое, Елена. Так, уют в доме Эмили здоровается с моей Соней. Хотела с ней или эфир, или что-то готовить, но у нас не получилось, к сожалению. Может быть, в следующий раз, когда она приедет. А может, я к ней в Москву поеду. Так, Жанна Елисаева, каких блогеров вы смотрите? Сейчас, какая же вы все-таки, привет, Даудурка, привет всем. Приятная женщина, не из тех матерей, которые ломают своими предрассудками жизнь детям. Извините, что я плохо читаю, потому что все-таки очки очень размывают у меня. Так, Олеся, добрый вечер, добрый вечер. Алина Климина, здравствуйте, как учеба и у Ибрагима? Скоро должна быть сессия у него, пока он готовится, читает, учится. Так, Ибрагим, ты что-то написал, да? Короче, я не знаю. Ириска Крапка, у вас Новый год не отмечают, если я не ошибаюсь, да? Так, я, по-моему, еще один вопрос пропустила. Ибрагим, ты не помнишь? Запоминай, чтобы я не Каких знаю. блогеров вы смотрите? Ну вот запомни, я чтобы потом ответила. Хорошо? Так, а можете рассказать, какое приданое дарит невесте перед свадьбой? Могу. Тоже запомни. У меня уже 3 вопроса. Так, каких блогеров я смотрю, да? Каких я блогеров смотрю? Да. Ой, я так сейчас и не скажу. Иногда смотрю Надейкины истории, но очень редко. Так, иногда смотрю, ну, все вот эти вот каналы с рецептами, я сейчас и не вспомню, если честно. Потом, что я еще смотрю? Смотрю свою подругу, можно сказать, Ирки Ницца, Франция, нравится мне ее канал. Смотрю девочку, еще такая есть чеченка, Горянка из Чечни, тоже ее смотрю. Так, сейчас у меня уже много пошло. Так, София, а вообще лучше, чтобы каждый женился и выходил замуж за свою нацию. У каждой нации свои обычаи и законы. Это мое мнение. Мне тоже кажется, София, все-таки
если ты вышел за свою нацию, за своих, то, по крайней мере, проще жить. Но жизнь такая штука неизвестная. Если влюбишься, конечно, можно и на других жениться, наверное. Просто сейчас люди более цивилизованные, хотят делать, что хотят. Так, Эмили перевела. Она сказала привет и как поживаете. Спасибо, Хана. Так, значит, Хана, тебе тоже привет. Ничего, нормально, у нас все хорошо. Салам Машал Завистана. Очень нравится ваш канал. Дал это был. Спасибо большое, Аза. Так, Наталья Карельская, если ваш сын полюбит христианку, ваша реакция? Если честно, я даже не знаю, какая у меня будет реакция. Конечно, не буду врать и лукавить, конечно, это будет мне неприятно, но опять-таки, мне кажется, если даже он полюбит христианку, он сделает так, чтобы она приняла ислам. И тогда без всяких вопросов. Ну и опять-таки, это его жизнь. Так, ага, вот он. В эфир наш вышел второй котик. Так, Алексей, да? Здравствуйте, я первый раз у вас. Что обсуждаем? Ну, мы плавно перешли на межнациональные браки. Пока. Ой, в доме Эмили. А Ибрагим замуж зовет. Ириска Крапка. Я однажды видела комментарий от вас на канале Малики и Камиля из Дагестана. Так, канал Малики, это Малика Сато. Ну так-то я всех понемножечку просматриваю, сейчас просто вспомнить не могу. Камилия из Дагестана, интересно, Камилия, вот ее я не помню. Ну, не знаю, ну, я, если честно, так много, ну, одних и тех же мало смотрю, так, когда выходит в ленте, так смотрю, а так больше рецепты смотрю. Ну, конечно, всех своих таких знакомых девочек. Вот, в доме Эмили иногда посматриваю. Не могу сказать, что всегда, но смотрю. Потом, ну, свою сноху я тем более смотрю. Не по так, ну, тут Ибрагим и Эмилия тут переговариваются. Ладно, не буду озвучивать. Надежда Нуштаева, сейчас Ибрагима женим. Вы знаете, Надежда, Ибрагима женить, в принципе, не проблема. Мне бы женить старшеньких. За него я не переживаю. Так. Флора, последнее прочитаю, извините. Не смогу первое прочитать. Привет всем, привет. Так, Ириска Крапка, Малика и Камиль, муж, они живут в Подмосковье. Я сам не смогу. Они живут в Подмосковье. Кстати, да, комментарий был под видео с рецептом запеканки. Ну, наверное, я вот не знаю. Ну, просто зашла, наверное, действительно на канал. Если мне понравилось, то раньше вообще не писала никаких комментариев, не ставила лайки, но как вот ставила блогерам, поняла, что если понравилось, то можно написать. Так, Наталья Карельская 100 рублей положила нам, да? Так получается, Ибрагим? Что это значит? 100 рублей тебе дал. Угу. Спасибо, Наталья, большое. А вот еще одна, кого я смотрю. Вот видите, ну, у меня старческий склероз, вы меня извините. Изира Будни Чеченки, Лейлушка Бюстик, Хейл Хадок Яхел, тоже блогерша, тоже я ее смотрю. Так, Наталья Карельская, сколько лет Ибрагиму? Ибрагиму 18. У меня, моим старшим уже много лет, их надо срочно женить, искать невест. Они у меня такие, знаете, не общаются с девочками, не знаю. Было бы проще, если бы у них были свои хоть русские, хоть кто, лишь бы были да женились. Так, вот мама станет... Это что значит?
А вот моя Ирке снится Франция. Добрый вечер, Ирина. Вот ее я смотрю, и мне нравится ее, как она показывает природу Франции. Очень красиво у них. Так, Ириска Крапка. Станет известным блогером, и невесты подтянутся. Так, Дурка, привет всем. А старшим сколько? Тогда срочно женить собираетесь их. Ну, хотелось бы, конечно, срочно женить, уже даже обоих. Старшему 31, второму уже 28. Давно было бы пора женить, но никак не получается у нас пока. Ну, посмотрим. Езира будни Чеченки. Ибрагиму надо пример подать братьям. Жениться нужно. Так, Иртисница Франция. Спасибо, Лейла, я тебя тоже с удовольствием смотрю. Да, Ира, я знаю, что ты меня смотришь, постоянно пишешь мне комментарии. Спасибо тебе большое. Как там Николай? Как у вас дела? Между прочим, вот к тебе я уже давно не заходила, если честно. Ну, не знаю, друзья, мне бы вот, не то, что мне бы хотелось, я даже сыну своему сказала, среднему, что делайте, что хотите, но чтобы к осени оба были женаты. Пускай стараются. Так, Иркис, Ницца, Франция. Спасибо, Лила, тебя тоже, да, это я прочитала. Иркис, Ницца, Франция. Спасибо, все хорошо. Хорошо. Езира спрашивает Ибрашку, ты согласен? С чем? Ну, с тем, чтобы тебя женить, наверное. Ну, он сейчас постесняется, Езира, вам надо в личке общаться, чтобы он тебе ответил. Ириска Крапка, ну нет, 18 точно жениться не надо. Сначала надо образование, получить работу, а тогда и жениться можно. Да, это точно. Надя Голуб. Лейла, смотрю вас с удовольствием. Здоровья вам и вашим родным. Привет с Украины. Добрый вечер, Надя, спасибо. Марцанюк Оксана, добрый вечер. Рада быть у вас на стриме. Добрый вечер, Оксана. Все-таки как меня эти очки подводят сегодня. Так, Валентина, привет, Иринка. С Ириной здоровается. Так, Ирина, значит, немного вышла из Ютуба, занята была с завтрашнего дня, опять в строю. Ну, хорошо. Елена Тимошенко. А старшие сыновья встречаются с девушками и дружат? Вот именно, что они не встречаются и не дружат. Мне было бы проще, если бы они встречались и дружили, и женить бы их было бы проще. Так, Ира, так, Ира, добрый вечер, Валюша, это на Валентине. Я еще, знаете, один канал смотрю, Ташина семейка, тоже мне нравится их смотреть. Что-то ее сегодня нет в эфире, не знаю, обычно она у меня в эфире бывает. Еще кого я смотрю? Я смотрю еще «Женщину с претензией», иногда смотрю, вспоминаю я. Так. Так, Мадина Индива. Тут мы с соседкой смотрим вместе тебя. Говорит, это твою домашнюю курицу с удовольствием бы съела бы. Приезжайте, какая проблема? Так, Наталья Полякова. Всем добрый вечер. Опоздала, была на стриме у Орловцев. Добрый вечер, Наталья. Анна Батиева. Добрый вечер. Какая тема разговора? Только зашла, кому рано жениться. Ибрагим уже рано жениться, если вы его знаете, Анна. Сыну моему третьему. Севиль Аликперова. Добрый вечер. Всегда приятно видеть и слышать вас. Все так просто и доступно, как будто бы родное. Спасибо, Севиль. Имя красивое, Севиль. Так, Оксана, сейчас молодежь вся такая, жениться не спешат. У меня сын тоже так сказал, что раньше 25 даже
встречаться не будет. Это большая ответственность. Евгений Панин. А может, сыновья дружат с девушками, но вам не говорят? Ну, нет, я бы знала. Если бы они дружили, то я бы знала. И мне было, поверьте, намного бы проще. Мне бы очень хотелось, чтобы они общались и дружили, и сами бы находили себе невесты, ну, в смысле, жен. Мне бы было бы очень проще, намного проще. Так, и Осет Ингушка, Средик Хелха, Лила, и всем, кто смотрит. Доброго вечера всем. Лила, как вы там, как мама, как дети? Спасибо, Осет, все хорошо. Как у вас? Надежда Гладких. Добрый вечер, Лила. Привет из Томска. С удовольствием смотрю ваш канал. Здоровья, удачи, счастья всей вашей семье. А межнациональные браки я отношусь нормально, потому что я сама из такой семьи. Так, Лейла Берсанова. Добрый вечер, привет из Алматы. Добрый вечер. По-моему, Лейла, я правильно прочитала? Да, значит, моя тезка. Елена Тимошенко. Пусть поработают свахи. Так, Симикс Фатима пишет. Лейла, брат с семьей уехал. Да, уехал. Вчера уехали они. Брат с семьей уехали. Аишка с Мадиной уехали. Скучно нам. Так, София Мавропола. Очень хороший канал Орловец. Ибрагим, запиши, может быть, я посмотрела, что за канал. Орловец. Орловец, да. Потому что после операции память у меня вообще ужасная. Так, Ириска Крапка. Если сыновья будут жениться, надо играть свадьбу? Конечно, надо. Ибрагим, я на что-то там не ответила, по-моему, да? Говори на что. Я не заметил. Я же тебе предупреждала 2 раза. Два предупреждения. Так, Мария Сирота. Главное, чтобы девушка была подходящей, умная, добрая и вам во всем помогала. Ну, очень бы, конечно, хотелось. Но не знаю. Так, Жанна Елисаева пропустила мой вопрос. Ибрагим, я же тебе сказала, что я Да пропускаю. сейчас, смотрю. Я, чтобы жениться, они должны вернуться в село. Что должны? Вот Должны они. ли они вернуться в село, чтобы жениться? Да, конечно. Свадьбу надо играть здесь, в селе, у нас дома обязательно. По-моему, я еще раньше что-то говорила, чтобы ты запомнил. Так, ну если что, друзья, я не ответила на ваш вопрос, напишите еще раз, я вам отвечу. Честно признаюсь, памяти никакой. Кому-то что-то не нравится, 2 дизлайка пошло. Был вопрос о приданом или да, ага. Так, какое приданое, да? Ну, какое приданое? Какое приданое дарят, вы говорили, да? Ну, обычно сейчас, по идее, дарят, не дарят так, как такового приданого, а дарят деньги просто. И уже родители невестки, ну, девушки, которая выходит замуж, покупают, что ей нужно. Приданое, конечно, бывает большое. Так, Анна Батиева, вы что-то грустное. Не знаю. Алексей Махненко. Приедем всем чатом Ибрагима женить. Я вас приглашаю, буду только рада. Надя Голуб. Очень красиво у вас Ибрагим. Придет время и женится. Женится. За Ибрагима, я же говорю, я за него не переживаю. Мне бы старших быстрее женить. Так, Ирина, ставим лайки, не стесняемся, а то сидим, заслушались.
Спасибо, Ирина. Так, хотя лайков, видишь, смотрит 94, лайков 93. Тут еще Эмилия работала насчет лайков, Ира. Так, значит, приданое. Вы знаете, мне еще, по-моему, где-то в комментариях задавали вопрос. Я как раз обещалась ответить, но не ответила, потому что долго отсутствовала потом после похорон. Мне был задан вопрос, что вот типа у нас, если невеста не привезла там какое-то приданое, подарки дорогие или еще что-то, но я сейчас не смогу, наверное, точно озвучить этот вопрос, что у нас вплоть даже могут девушку вернуть, если она этого не принесла. Это, конечно, полная чушь, такого нет. Аппетитно и вкусно. Как набрать подписчиков без рекламы? Не знаю. Потихонечку набирать. Будете появляться в ленте и потихонечку будете набирать, если не хотите рекламы. Так, Мария Сирота. А как старших зовут сыновей? Старший у меня Багаудин, второй у меня Джабраил. Имена, конечно, большие. Так, что, ну вот насчет этого приданого, это неправда. Любая замуж выходящая девушка, ну, несет приданое, которое может себе позволить просто. У кого денег больше, покупают дороже и больше, у кого их меньше, по своему карману. Так что, ну, может быть, какие-то свекрови могут упрекнуть, конечно, такое тоже бывает. Ну, не сразу прямо, ну, уже потом, когда-то какие-то ссоры бывают. Были такие моменты, что свекрухи упрекают своих невест, что они там приданое привезли, мало или недорогое, или что-то себе даже в одежде не принесли, хотя какое мое дело, что моя сноха себе привезла или нет. Вот такие вот нюансы бывают, конечно. Ну, а так, по идее, все равно. Из-за этого, конечно, возвращать невесту не будут. Так что она привезла и не привезла. А сейчас вообще у нас старики стараются упростить наши законы, потому что жизнь все-таки очень сложная. И не у всех есть такие возможности, чтобы прям такие хорошие, дорогое приданые. Даже не приданые, а подарки возили. Там был вопрос про подарки еще. Сейчас вообще, вот раньше много подарков возили, даже двоюродным сестрам, двоюродным братьям, теткам, всем, кто в доме. Короче, иногда бывало, что, например, я провезла 21 подарок, по-моему, даже был вот в мои времена. А сейчас уже подарки сказали, чтобы старики сделали такой закон, что подарки не возили. И, по идее, не возят их сейчас. Если даже и везет невеста подарки, то чисто вот своим домашним, там, свекрови, свекру, диверу, заловки, чисто. И даже этим говорят не возить, но все равно ослушиваются законов, которые сейчас наши старики делают, старшие наши, все равно возят подарки. Я очень просила тоже, мой сын же все-таки был женат, и позвонила, и говорила, и просила, чтобы не везла она никаких подарков, что ничего не надо, пускай она не тратится. Мне действительно их не надо было, но она все равно привезла и мне, и моей маме, и с заловком привезла, и диверу привезла, и моему диверну, получается, дяде мужа привезла. Так что подарки тут она привезла всем. Ну, всем моим родным, ну, из дома, которые мы. А уже теткам этим уже нет. Но лучше было бы, конечно, если бы они их не возили. Намного было бы проще. Так, Лариса. Когда в дом приходит молодая невестка, она не докончила свою мысль. Так, Надя Голуб, у нас на Украине проще с приданными и женитьбой, проще с подарками. У вас очень сложно. Да, у нас немножко, конечно, сложновато.
Но все равно такие, это еще с древних времен эти устои, сегодня нам их не изменить, просто все менялось с тем, что как мы развивались. Но все-таки ничего невозможного нет, все вроде бы и женятся, и подарки возят, и все делают. Рухшона Гиосова. Добрый вечер, Лейла. Если сыновей жените, они должны с вами жить? И сколько по времени? Или это на ваше усмотрение? Где они должны жить? Или у вас другие традиции, которых нужно придерживаться? Ну, знаете, как таковых традиций придерживаться. Так, главным наследником является старший сын. Вообще-то, Ирина Рухшона, я сейчас тоже отвечу на вопрос, испокон веков у нас как-то вот сложилось, что наследником являлся младший сын до недавнего времени. Но сейчас это все изменилось вот последние годы, ну, лет 5, наверное, я так скажу, что, по идее, уже не самый младший остается с родителями, а тот, кто хочет или кого выбрали родители, с кем они хотят остаться. Вот так вот. Немножко пересмотрели приоритеты. Так что сейчас может быть и младший, и старший, и средний. Ну вот как-то так вот. Категоричного сейчас ничего нет. Так, отвечу дальше на вопрос. Насчет сыновей, должны ли они жить и сколько они должны жить. Нет, они не обязаны жить именно с какое-то время, сколько и как, сколько хотят. Если хотят отделиться и жить, то пожалуйста. Так, Ириска Крапка. Ого, для меня открытие, что наследником был младший сын. Да, Ирина, вроде бы у нас с вами много общего, значит, видите, у вас старший, у нас младший. У нас, но вообще-то по-мусульмански считается, знаете как, по-моему, я точно тоже не буду утверждать, кто смотрит за родителями, кто за престарелыми родителями, с кем они живут, то он и является наследником. Но вот именно у нас, у ингушей, по-моему, и чеченцев, я точно тоже не буду утверждать, но у ингушей точно, вот до последнего времени младший являлся наследником, младший должен был обязательно смотреть за своими родителями. Старшие братья женились и отделялись, а младший оставался с родителями. Ну, вот, как я сказала, сейчас немножко изменилось. Извините, я снимаю очки, потому что все-таки они мне очень плохо подходят. Так. Наталья Корейская. Мой муж христианин, но очень уважает чеченцев и ингушей. Говорит, что зато говорит, что это отдельная, очень сильная нация. И мое уважение к вам. Спасибо, Наталья. Так, Анна Батиева. Раньше, помню, сестру замуж выдавали, сундуки с подарками дарили всем, не говоря о приданом. А сейчас совсем по-другому. Время другое, ценности другие. Да, я что? Марцелюк Оксана. В Таджикистане тоже младший сын наследует все. Так, Ириска Крапка. У нас стараются всем детям одинаково разделить наследство. Что дочерям, что сыновьям. Ты не можешь стрелялку убрать? Ибрагим. Ну, Так. Наталья Полякова. Так в России в старину тоже наследником был младший сын и оставался с родителями. Да. Фатима Шакриева. Привет, моя родная. Я попала на прямой эфир. Добрый вечер, Фатима. Что ты у меня пропала? Как у тебя дела? Как твой сын? Ибрагим, будь здоров. Так, Ириска Крапка. Чихал не Ибрагим, а Багаудин аж в другой комнате настолько сильно. Горянка Чечни, добрый вечер всем. Ну вот, моя Горянка Чечни появилась. Добрый вечер. Надя Голубь. Конечно, готовят родители приданое обязательно. У меня 2 сына женились. Готовила. Горянка Чечни, 111 лайк от меня. Спасибо, Мака, спасибо большое. Ну, у нас тоже сейчас вот в последнее время изменились немножечко, кто что готовит, что делает. Раньше, например, у нас были такие обычаи, что так, София Мавропова, и у нас, у греков, тоже младший сын. Ну, тогда, говорит, извиняюсь, Ириска, тоже здоровья. Спасибо, Ирина.
Фатима Шакриева, все хорошо, альхамдулилlah, хорошо. А, так, Юлия Россия, Ибрагим, будь здоров, не болей. Спасибо, Юля. Ух ты, берегиня своего очага. Вот моя подружка вышла на связь. Здравствуйте, моя дорогая Лейла. Зашла вас поприветствовать. А, так, Ирина, берегиня моего своего очага. Ты что это не спишь? У тебя же уже поздно. Тоже канал интересный, девочки. Заходите, если что. Называется «Берегиня своего очага». А, Лично мне нравится, я ее смотрю, но, признаюсь, не всегда, просто мне некогда смотреть разные каналы, но иногда я ее посматриваю обязательно. Горянка Чечни, что обсуждаем? Да все обсуждаем, макушка. Обсуждаем приданое, как женить, кого женить, ну вот, именно вот про женитьбу. Наталья Карельская, это не только у вас, кто смотрит за родителем, тот наследник. У многих так. Вообще кто-то неравнодушен, неважно. Наследство бывает, что и нет наследства, что тогда? Наследство бывает, что и нет. А, да, наследство, что тогда? Ну, ничего, ну что-то же есть, в каком-то доме же они живут, значит, этот дом ему остается. Так, Горянка Чечни, Ирина, здравствуйте. Так, берегиня своего очага, Ирина, спасибо, дорогая. Ты, по-моему, сегодня гуляла на дне рождения у мамы и не можешь заснуть? Фатима Шакриева, Лелочка, мне нужно перепелиные яички. Так, по-моему, есть. Уже не так много, но есть, Фатима, есть, приезжай. Алма, всем доброй ночи. Мне завтра рано вставать на работу, глаза слепаются. Очень приятно было пообщаться. С уважением, Алма, Казахстан. Алма, конечно, я знаю, что у вас уже поздно. Спасибо большое, что со мной были. Большое вам спасибо. Спокойной ночи. Сколько вообще время? 20:16. Так, ну, не так много. Раньше мы еще и позже выходили. Берегиня своего очага, да, точно. Людмила, доброго времени. Так, Людмила Васильева, да, по-моему? Наверное. Ну, Людмила, по-любому. Вам тоже доброго вечера. Так, Горянка Чечни. У нас тоже младший сын или единственный остается с родителями. Фатима Шаприва, мне надо где-то 100 штук. Фатима, я проверю потом и в личку тебе скажу, если есть. Я точно не знаю сколько, потому что как только приехал сын, перепелками он уже сам занимается, я туда к ним не хожу. Берегиня своего очага. Лейла, расскажите, накроете ли стол на Новый год? Нет, Ира, я не буду стол накрывать на Новый год. Ну, накрывать как? Как таковое, как отмечать Новый год, нет. Не буду, честно признаюсь. Тем более в этом году нет никакого настроения. Так, ну, ты, наверное, имеешь в виду, как мы отмечаем Новый год. Ну, раньше или сейчас я тебе говорю, что я его не буду накрывать. И Лариса, а если нет сына, кто досматривает за родителями? Ну, если дочка есть, то дочь с зятем смотрит. Кто-то все равно смотрит. У нас же нет никаких приютов, у нас нет никаких домов престарелых. По-любому есть родственники, кто-то за ними все равно смотрит. Люба Шубина. Лейла раздразнила меня своими красивыми матами. Сейчас сделала тесто по вашему рецепту. Ну, на здоровье, Люба. А тесто бывает, да, интересное, вкусное. И с этим тестом легко работать просто. Так, насчет новогоднего стола. Вы знаете, какое-то время, да, мы всегда накрывали на стол. А вообще-то я еще вам скажу, что последние лет 5, это точно, мои родственники, двоюродный брат моего мужа, в этот день приглашает мюридов, и у нас бывает зикр почти, ну, до рассвета почти. Так что мы Новый год, конечно, отмечаем вот так. Лет 5 точно, да, Ибрагим? Да. Если не больше, я не знаю. Нас даже не бывает дома. Мы бываем все там, все наши родственники, вот именно родственники моего мужа.
И, конечно, наши столы просто ломятся, если честно, даже от изобилия еды. И дома стол накрывать, что-то готовить мне не надо. Мы все там собираемся, Мерида делает свой зикер, мы готовим, обслуживаем, и сами же также, и едим, и все получается. Но это не из-за того, что там Новый год, а вот именно попадается у него именно в ту ночь, что он приглашает вот, Меридов делать зикер, но никак не отмечать Новый год. Так. Так случилось, Наталья Корецкая, что у мамы не было наследства. Жила-то у меня, то у моей сестры, то у своих детей. Ваша мама же тоже ведь у вас живет. Это не важно, наследство. Да, да. Да, моя мама живет со мной. Дом-то у нее там еще в Осетии остался. Они же оттуда вышли. И я не претендую на этот дом. София Мавракова. Родителей нужно смотреть и без ожидания, что останется наследство, потом это благодать, чтобы родители жили с нами долго. Да, в принципе, зачем думать о наследстве родителей, еще чего-то, я не знаю. Горянка Чечни, мы не отмечаем Новый год. Да, да, мы тоже не отмечаем Новый год. И то, что мы там тоже собираемся, это не отметка Нового года, а именно вот Мурдыш, ну, кто чеченцы, ингуши меня поймут, Мурдыш Хулцевич просто. Мы, даже если честно, по-моему, и собираемся, чтобы куда-то молодежь не уехала, что-то не делала, не развлекалась в этот день, а именно поминали в этот день Аллаха, чтобы молились, чтобы делали зикр. И поэтому нас всех, вот двоюродный брат моего мужа собирает, и мы молимся, и читаем молитвы, и слушаем зикер, и слушаем всех, вот все, что они там делают. Ну и также их обслуживаем, готовим, потом убираемся и, в принципе, даже не вспоминаем про Новый год и не знаем, когда даже бывает там 12 часов или еще что-то. Вот так. Мария Сирота. Да, кстати, у вас очень красивый дом, особенно мебель. Я смотрела много видео с ваших краев, и все так красиво, что сама захотела делать ремонт. Ну, у меня, в принципе, ничего такого красивого, конечно, нет. Но стараюсь. По крайней мере, старалась. Но эти 3 года у меня такого глобального ничего делать не получается. Только так вот, чисто небольшие, ну, просто генеральные уборки. А так, чтобы поменять что-то, не получается. Людмила, мы Новый год отмечаем заранее, ночью спим. Моника, что делать, манты не получают, не получается, то ли тесто виновато, то ли фарш, все настроение упало. Почему? Что, тесто жидкое? Не получается, фарш будет ни при чем, если из теста что-то не получается. Елена Тимошенко, хорошо придумали. Так, Людмила, у вас хорошо, да. Рустам Абдулаев, добрая женщина. Рустам, вы тоже, я надеюсь, женщина, а то у меня в никах всегда бывают женщины. Спасибо вам большое, Рустам. Ну, не знаю, я поэтому и спрашиваю, чтобы обратиться Рустам или по-другому. Так, тесто тугое не бывает. Почему? Вы по моему рецепту приготовили? Там тесто должно быть тугое. Лязат Аспанова, добрый вечер. Добрый вечер, Лязат. Красивые имена такие интересные. Лиза Спанова опоздала немного. Ну ничего, догоняйте. Олеся, хотела бы спросить, поминать ушедших родственников у вас нужно? Да. Евгения своего очага. Смотрю на вас и как захотела с вами, Лейла, чаю попить, подруженька моя.
Давай тогда, Ира, ко мне, будем чай пить. Лемка Бокова, Лариса, зикр– это поминанием Аллаха и восхваление Его. Читают молитвы, да. Надя Голуб, у мамы моей тоже так случилось. И все-таки я за ней смотрела 3 года. Месяц как похоронила. Не в наследстве дело, главное, чтобы жили наши родные, конечно. Я вам соболезную, Надя. Терпения вам. А вашей маме рая. Так, Людмила, красиво, берегини своего очага. Да, название очень красивое, да и канал, в принципе, у нее очень хороший. Много чего можно узнать. Она косметолог и делает там разные маски, все такое, и готовит красиво. Она и у нее и теплица, и огород. Короче, зайдите к ней на канал, увидите сами. Ириска Крапка. Можно вопрос о похоронах? Извините заранее. У мусульман женщины на кладбище не ходят, прощаются дома и все. Да, женщины на кладбище в день похорон категорически не ходят. Ну и вообще на кладбище очень редко ходят. Если честно, я за 53 года своих ни разу не была на кладбище. Есть, которые ходят, но очень-очень редко. Но в день похорон нет. Так, Мария, у вас как-то заметила, люди стараются делать уют и красоту. Да, берегини своего очага. Ой, спасибо, моя дорогая, прям расхвалили меня. Нет, я говорю правду, Ира. Я так много чего на заметку взяла, но пока еще не пользуюсь этим. Если честно, даже маски и эти для рук, которые ты там показывала, взяла себе на заметку, отметила, но так и не сделала, хотя и руки страшные. В этом плане я лентяйка. Ириска Крапка. А за могилками присматривают мужчины? Да, за могилами присматривают мужчины, косят там траву, прибирают, все, что надо, делают мужчины. Вот у меня этим занимался мой брат младший, когда обычно это делается примерно там, ну, может быть, и чаще, конечно, но он обычно, по-моему, год один раз, когда у нас вот Ураза Байрам, перед Уразой, летом обычно, ну, пока летом же у нас практически все это происходит, убирается и ходил, то есть. Мариана Трофимова, добрый вечер всем, Лейла, вас очень приятно слышать. Добрый вечер, Марина, спасибо. Марина Свирина. В дореволюционной России обычаи были схожи с вашими. Например, младший сын остается жить с родителями. Женщины носили платки и так далее. Ну да, по идее. И сейчас русские женщины, которые в возрасте, обязательно в платочках. Хотя многие в комментариях говорят, почему вы запутанные, почему вы в косынках, почему так, почему это. И по идее, это все идет с древних времен. Просто некоторые не сохранили свои обычаи, а мы их сохранили, получается. Так, Наталья Карельская, ваш президент поздравляет с Новым годом? Да, наш президент поздравляет с Новым годом. И елка у нас бывает, и у чеченцев, и ингушей на площади ставят елку, и концерты бывают. Это все, конечно, не запрещено. Но, если честно, я ни разу не была на городской елке, сколько себя помню, не была ни на одном концерте, в этот день тем более. Так что как это происходит, я могу узнать только по телевизору, если там посмотрю передачу. В последнее время я и этих передач не смотрю. Так, по большому счету, после того, как умер мой муж, вот такие увеселительные праздники, передачи, программы, вот это все вот мне не очень интересно, ну, как-то правильно. Хотя дети стараются у меня и на день рождения, и на 8 марта что-то сделать, поздравить, развеселить. Вот так вот. Жанна Елисаева. Лейла, а почему тогда везде елки, если нельзя? Я не могу сказать, если честно, но елки ставят.
Да и мы ставили, и моя семья их ставила, когда были дети маленькие, когда мой муж был жив. Вот тогда как-то как такового таких строгих запретов, что нельзя елки ставить, не было. Елки ставились, может быть, не во всех семьях, но практически во всех. Раньше ставились елки. И сейчас тоже ставятся. По идее, я тоже ставила елки, но вот в последнее время мне сын сказал, что лучше ее не ставить. Потому что дети мои, ну, мои уже стопроцентно выросли, тогда и внук стал постарше, когда был маленький внучок, и мы для него ставили. Аишка в прошлом году была маленькая, мы ее не ставили, ну, а в этом году тем более я ее не буду ставить. А, Ну, мой сын мне сказал, если для детей, для увеселения детей, чтобы им сделать приятное, то ее можно поставить. Вот в таком плане. А взрослым елка не нужна. Так, Надежда Гладких. Приятно вас слушать, речь словно ручей льется, но у нас в Томске уже полпервого ночи, глаза слепаются, простите, всем мира и добра. Ой, Надежда, конечно, идите спать. Так, берегини своего очага, Лейла, какое ваше любимое блюдо? Ой, Ирина, меня столько спрашивают, и я всегда забываю, какое у меня любимое блюдо. Вкусное, Ирина. Лишь бы оно было вкусное, оно мое любимое. Мне лучше назвать некоторые нелюбимые, остальное все я люблю поесть. По мне же видно, что я люблю, Иры, поесть. Так, моя Мария Сирота. Это правильно, традиции должны соблюдаться. У нас столько пропало традиций, что жалко. Люди становятся другими без традиций. Да, если будут сняты все традиции, все ограничения, мне кажется, все-таки это плохо. Потому что молодежь очень раскрепощенная стала, что, что у нас, что у вас, в принципе. И все-таки какие-то границы, конечно, лучше бы соблюдались. И неприятных и плохих вещей будет происходить намного меньше. Ирина, отвечу я тебе. Я очень люблю люля-кебаб. Очень, если, конечно, вкусно приготовлено. Так, Надежда Нуштаева, доброй ночи всем. У нас тоже 12:30. Утром дослушаю. Спокойной ночи, Надежда. Берегиня своего очага, давайте нелюбимые блюда. Так, Лемка Бокова, сейчас отвечу, Ира. Лемка Бокова, а русские женщины тоже ходили покрытые раньше, а потом уже что-то случилось с ними. Раньше считалось грехом. Если женщина была без платка, говорили, что опростоволосилась. Ну да. Надя Голуб, а у нас еще рано, 7:30. Приятно послушать. Ириска Крапка, а сколько у вас времени? Так, сколько у нас времени, Брашка? 20:32. 20:32. В гостях у Сони, не лишай наследства и Брашку. Хорошо, Соня, хорошо. Хотя и Брашка уже наследство лишился, потому что дом я завещала старшему сыну. Наталья Карельская, а потом случилась революция, цареубийство. Жанна Елисеева, Лела, я уже в Израиле 25 лет, а до сих пор живу по кавказским обычаям. Да. Ириска Крапка, ага, у вас на час вперед. Паша Паши, Павел Немоляев, приветствую. Добрый вечер, Паша. Мне приятно, когда вы заходите ко мне на канал, на мой стрим, да, и на канал. Так, Лида Гуцериева. Добрый вечер, Лида. Здоровья тебе и твоей семье. Приятно слушать тебя. Спасибо, Лида. Добрый вечер и тебе. Я вам всем рада. Павел, там моя посылочка не пришла еще. Наталья Карельская, Паша тоже не спит. Павел, а сколько у вас времени? Мы в одном часовом поясе. Как там ваши козлятушки поживают? Вот я еще кого смотрю. Вот потихонечку вспоминаю. У Паши. Этот канал тоже я смотрю.
Так, Магомед Бузустанов, Лейла, здоровья вам и вашей маме. Спасибо. Так, ну это тоже, наверное, ник кого-то, да? Все. Устали все спрашивать что-то. Так, Павел пишет. У нас в 11 классе была учитель литературы русская, но из Чечни. Это просто идеал женщины. А, так. У всего класса вызывала восторг и уважение. Да. Брэшка я убрала тут что-то. А, все. Брэшка разделить. Спасибо. Так, Ирина, нет, не устали, вас слушаем. Что я не люблю, тебе скажу. Я не люблю суши, Ирина. У нас 10 час, иду на дойку и кормление. Посылку завтра схожу, узнаю, у нас почтальона нет. Ну, скорее всего, не пришла, потому что я отправляла 3 посылки сразу. В Краснодар пришла, они чуть-чуть подальше, наверное, к вам пока еще не пришли, скорее всего. А почему вы так поздно доите, если в 10 часов, 10 час? Да, всегда так доите поздно, да? Так, женщина с претензией. Вот тоже, я уже тогда сказала, что ее смотрю, появилась. Лейла, ассаламу алейкум, дорогая. Алейкум ассалам, Хадижа. Спасибо тебе, что зашла. Так, у Паши, чтобы утром поспать побольше. Ага, доите позже, да. Ну, хорошей вам дойки. Приятных хлопот по хозяйству. Наталья Карельская, Пашему Паши. Теперь понятен твой идеал. Павлу нужно жену тогда у нас где-то найти русскую. Ханифа Цичева, Павел Немоляев, делайте прямой эфир, вас интересно слушать. Видите, Павел, оказывается, вас еще мои подписчики тоже смотрят. Так, Али Арцханов, всех благ вам, Лейла, счастья вам. Спасибо, Али. Берегиня своего очага, мое уважение вам, Лейла. Я вас завтра посмотрю, у нас в Алматы уже поздно. Я знаю, ложись, Ирочка. Спокойной тебе ночи. Так, девочки, друзья, ну кто вот живет в Ингушетии, наверное, в дальние регионы, не будут заказывать. Али Арцханов, человек, который делает вот эти вот башни. Если что, заказывайте, вы ему очень поможете. А так очень красиво и дома, и во дворе. Он делает и высокие, и большие такие башни, чтобы ставить во дворе. Среди, ну, например, в палисаднике где-то возле цветочков. И, так, Лариса, есть много свадебных роликов в Чечне и Ингушетии. Очень пышные свадьбы, много машин, гостей, дорогие рестораны. На невесте дорогой наряд. За невестой несут десятки чемоданов. Когда невеста встречает свекровь, невестка дарит ей кольцо. Это обязательно такая дорогая свадьба? Нет, не обязательно.
Лариса Пасека, добрый вечер, добрый вечер. Татьяна Шевченко, здравствуйте, дорогая Лила, здоровья вам и терпения. В техникуме училась с ребятами-чеченцами, это защитники, хотелось бы сейчас узнать о них. Так, если с чеченцами, то я вам вряд ли помогу, это надо. Ну, в принципе, можете сказать и в эфире, и у меня где-то написать, потому что у меня очень много подписчиков чеченцев, чеченок, то они могут вам помочь. Просто так, Юлия Садчикова, здравствуйте, здоровья вам и вашей семье. Очень ждем ваши новые видео. Также, как же хочется приехать к вам в Ингушетию. Какие у вас там люди отзывчивые. Приезжайте, мы будем рады. Ага, тут у меня котенок появился. Вот наш котеночек. Осваивается потихонечку. Наталья Карельская, не обязательно у вас, главное, чтобы как чеченка покорная и трудолюбивая была. Думаю, тут главное любить и отдавать свою любовь безвозмездно, да. Лизка Крапка, если вы будете делать свадьбу, родственники помогут финансово или все надо своими силами? Конечно, родственники помогают, очень даже помогают. Конечно, свадьбу вы делаете сами. Ну и до свадьбы приходят, помогают, дают, ну, деньгами. И на много родственников. Практически все расходы свадебные покрываются тем, что родственники помогают. Не то, что почти что, а все расходы покрываются. Татьяна Шевченко. О двух знаю, а вот о Шекербекове Сейдуле Нуралиевиче нет. Значит так, друзья, кто у нас из Чечни, пожалуйста, если кто-то знает, вот Шекербеков Сейдула Нуралиевич, просит его о нем что-то сказать. И очень хорошо, вот, Татьяна, я тоже хочу одного человека найти, мы никак не можем с ним связаться уже больше недели. Вроде бы номер телефона нам этого человека дали, но или он сменил этот номер, трубку не берут. Тоже чеченец, но, к сожалению, я не знаю его фамилию. Зовут его Ваха. Он работал, когда тогда, еще 3 года тому назад, возил из Аргуна аргунские копчености в магазин торгового центра, который тут у нас рядом, недалеко башни. Если кто-то знает о нем, или, ну, я не думаю, конечно, что он сам смотрит там мой прямой эфир, но если кто-то знает, вот, к сожалению, я не могу, Иврашка, батарея разряжена у ноутбука. Его фамилию, если бы хотя бы знала фамилию, было бы проще найти. Я уже несколько человек, мы попросили о нем, чтобы кто-то что-то узнал, но никто не отзывается. Я даже скажу, зачем он нам нужен. Мы должны этому человеку небольшую, не маленькую, так скажем, сумму. И хотели бы ему хотя бы какую-то часть этой суммы отдать, но не получается этого человека найти. Так что если кто-то в курсе, еще раз повторюсь, Ваха, который привозил аргунские копчености в Ингушетию, а именно в торговый центр башни, мне бы хотелось, чтобы он вышел ко мне на связь. Батарея разряжена. Я знаю. Ну, мы, наверное, сейчас уже и закончим эфир. Так, сейчас я почитаю все. Так. Друзья, ну на этом сегодня, наверное, я закончу свой эфир. Если вам было интересно, то буду выходить почаще.
Просто сейчас мне в действительности как-то скучно. Хочется пообщаться. Наталья Корейская, спокойной ночи. Спокойной ночи, Наталья. Ну давай его, где он? Нет, не этот, маленький. Убежал, ну ладно, пока оставь. Екатерина Балашова, пока-пока. Ну, спокойной ночи вам, всех благ вам, счастья, мира и здоровья, всем-всем. Спасибо за эфир, Ирина пишет. Рада, что Ириска Крапка, короче, пишет. Рада, что наконец-то побывала у вас. Всем здоровья и счастья. Спасибо, Ирина. Мария Сирота, до новых встреч. Люблю вас. Спасибо большое. Татьяна, крепитесь, даже время не лечит, только боль притупляется, терпение. Вам спасибо. А то, что время не лечит, я поняла, потому что 15 лет эта боль у меня просто не уходит из моего сердца. С потерей еще одного близкого она только увеличивается. Ну, иди, она не любит, чтобы ее трогали. Так, Наталья Карельская, проставляем лайки. Спасибо, Наталья. Ой, эта красота не дает себя трогать. Ирина. Ладно, Ибрашка, закрывай. Спокойной ночи, всех благ вам, здоровья, счастья и мира.